Для того, кто желает насладиться всей красотой чеченских гор, речка вовсе не преграда. Пензенская делегация двигается по Аргунскому ущелью. 3 часа пути на авто, и впереди открывается вид на мертвый город. До вершины добираются пешком. Самыми сложными оказываются последние минуты. Очень тяжело подниматься, очень. Трудный подъем преодолен. 122 километра от Грозного, чеченский участок российско-грузинской границы. Здесь сходятся 3 крупные горы, лишенные какой-либо растительности. Одна из них чуть сползла, образовав утес. Именно на нем и расположен один из крупнейших некрополей на Северном Кавказе – знаменитый город мертвых Цой-Педе. Здесь в буквальном смысле этого слова можно прикоснуться к древности. Археологи датируют комплекс Цой-Педе 5-17 веком. Точнее, дата неизвестна, но с уверенностью можно сказать, что даже в конце 17 века эти склепы применялись по прямому их назначению. Изначально склеп представлял собой маленькое помещение с верандой. Внутренняя комната чем-то напоминает купе поезда. Через квадратный проем покойника заносили внутрь и укладывали на одну из полок. Члены молодежной делегации Пензенской области в горах впервые, и древние усыпальницы никогда не видели. Красота гор поражает, и такая историческая память, раз чувствуется дух народа, да, который здесь жил, и такие постройки, то есть они оказывают, скажем, неизгладимое впечатление. Вот мы здесь находимся, да, на моем фоне даже башни, различные горы, то есть, ну, это впечатление, конечно, я думаю, это такого уже точно никогда не забудешь, и будет всегда желание приехать сюда снова и снова. С высоты, на которой расположен мертвый город, открывается прекрасный вид на Аргунское ущелье. На противоположном горном склоне виднеются постройки с башнями. Это руины аулов. Даже не верится, что здесь кто-то мог жить. На вершине горы расположены 2 башни и 42 склепа. Малхиста хоть и называют страной солнца, но жить здесь было чрезвычайно сложно. Воображение поражает мастерство строителей. Дышится все историей, и духовной, и какой-то другой, и понимаешь то, что культура кавказских народов такая богатая, что стоит здесь пробыть не 1 десяток лет, чтобы полностью ее изучить. По версии журнала Forbes, Цой-Педе наряду с древней столицей эскимосов на мысе Дежнева и шаманскими пирамидами на берегу Байкала входит в список 7 самых труднодоступных достопримечательностей России. Однако члены пензенской делегации ничуть не пожалели о проделанном пути, ведь увиденное того стоило. Рахим Гириханов, Юсуп Забураев, Рустам Саламов. Новости.